На протяжении веков, Кавказ представлял собой арену межнациональных противостояний, местом войн как между самими народами Кавказа, так и между кавказцами и завоевателями с захватчиками в лице некоторых империй. Горячие точки и регулярные конфликты не являлись редкостью в этом географическом регионе. Зачастую войны и межэтническую вражду на Кавказе по известному принципу «разделяй и властвуй» порождались самими захватническими империями. Один из таких применяемых приемов было насильственное переселение народов из одних местностей в другие, и заселение других этносов на опустевшие земли. Ярким примером тому являются действия наместников царских властей на Кавказе, предпринимаемых по выселению ингушей из их же селений, и заселению терских казаков на ингушские земли в середине XIX века после Кавказской войны. На страницах книги осетинского писателя Хаджи Мурата Мугуева под названием «Ингушетия», написанной в 1931 году, можно найти следующие строки. В 1861 году главнокомандующий Кавказской армией, генерал-адъютант князь Борятинский в недельный срок у верховьев рек Камбелеевки, Сунжи и Асы выселил 4 больших ингушских аула – Ангушт, Ахки-Юрт, Таузини и Алхасты, и на их месте основал 4 казачьих станицы – Тарскую, Сунжинскую, Аки-Юртовскую и Фельдмаршальскую. Изгнанные с родных мест ингуши частью расселились в горных аулах, частью же ушли в 1864 году в Турцию вместе с переселявшимися туда чеченцами, кистами и осетинами. Острый казачий клин, ловко вбитый в самое сердце Ингушетии, отдал лучшие посевные и пастбищные места их вековечным врагам, казакам. Прошло 60 лет. Декретом советской власти, в августе 1920 года, 4 казачьи станицы были переселены обратно за Терек по линии Пятигорского отдела, а старые исконно ингушские аулы долины Ангушт вновь заселили своими законными хозяевами, ингушами. На основе воспоминаний и мемуаров белогвардейского военачальника Андрея Шкуро был написан автобиографический сборник под названием «Записки белого партизана», выпущенный в 2004 году. Вот что в своих мемуарах отмечал белоказак, герой гражданской войны, генерал Шкуро о противостоянии ингушей и казаков. Еще со времен покорения Кавказа, отчаянно защищавшие свою независимость, храбрые и свободолюбивые ингуши были частью истреблены, а частично загнаны в бесплодные горы. На принадлежавших им прежде плодородных землях расселили терских казаков, основавших на врезавшемся в Ингушетию клине свои станицы. Лишенные возможности зарабатывать свой хлеб честным путем, ингуши жили грабежом и набегами на казачьи земли. Еще в мирное время пограничные с Ингушетией терцы не выезжали в поле без винтовок. Не проходило дня, чтобы не было где-нибудь стрельбы и кровопролития. Считая казаков угнетателями, а казачьи земли по-прежнему своими, ингуши беспощадно мстили терцам. Отношения создались совершенно непримиримые, дальнейшее сожительство было немыслимо. Нужно было либо уничтожить ингушей, или выселить казаков с бывших ингушских земель, вернув таковые их прежним владельцам. В книге под названием «Условия жизни населения Терской области», изданной в Москве в 1909 году, указывается, что враждебные отношения между ингушами и казаками обусловлены тем, что казаки поселены на ингушской земле. Рассмотрим некоторые эпизоды столкновений между ингушами и казаками, описанных в газетных сводках. Газета «Кавказ», выпуск за 1 июня 1906 года. В станице Карабулакской идет перестрелка между ингушами и казаками, вызванная убийством ингуша. Посланы войска. Газета «Кавказ», выпуск за 2 июня 1906 года. 26 мая близ станицы Троицкой найден труп неизвестно кем убитого ингуша.
Узнав об этом, кучка вооруженных ингушей напала на работавших неподалеку казаков. Поднялась тревога в соседних станицах и аулах. В понедельник с обеих сторон вышли целые отряды вооруженных, и начался настоящий бой. К месту вышел из Владикавказа батальон с пулеметами. Войска шли посредине между казаками и ингушами, требуя прекращения перестрелки. Ингуши стали стрелять в войска. Тогда отдан был приказ стрелять в них из пулемета, после чего ингуши отступили. Казаков убито 5, ранено 3, ингушей убито 7, ранено 20. Во вторник спокойно. Войска отозваны. В труде под названием «Гражданская борьба на Северном Кавказе» описывается, как ингуши во время гражданской войны, воспользовавшись моментом, сумели освободить свои земли от казаков. Когда казаки захватили Владикавказ, часть съезда, перебравшись в Назрань, призвала ингушей к уничтожению казачьей чересполосицы в Ингушетии. По описанию Хейрхаева, ингушский народ, обрадованный этим обстоятельством, давшим ему, наконец, законное право осуществить его вековые чаяния, взялся за оружие и двинул свои силы на те станицы, которые разделяли Ингушетию. Станицы Сунжинская, Воронцово-Дашково и Тарская были обложены железным кольцом. Стойко выдержали они двухнедельную осаду. Но по истечению этих 2 недель, когда окончательно был очищен город Владикавказ от банд Соколова, станицы сдались. И таким образом осуществились чаяния ингушского народа. Чересполосица не стала,